Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК «Саха», программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Пьяный за рулем. Как избежать неочевидных рисков? Под каким знаком нельзя парковаться и какой штраф за это грозит? Может ли предыдущий владелец утилизировать автомобиль и снять его с учета до постановки на учет новым владельцам? Всевидящее око. Как работают камеры ГАИ? Повторение мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит редактор дирекции эфирного вещания Ольга Пухова. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 16 по 22 июня зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 16 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. Погиб 1 человек. Так, в Ленском районе в результате ДТП погиб 1 человек, второй находится в тяжелом состоянии. 19 июня около 14 часов дня в поселке Витим Ленского района произошло ДТП с пострадавшими. На место происшествия незамедлительно был направлен сотрудник госавтоинспекции. Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем марки Infiniti FX35, двигаясь по улице Набережной, совершил съезд в кювет, допустив опрокидывание на бетонный блок, врезался в металлический забор. В результате происшествия 1 человек скончался в медучреждении поселка Витим, второй находится в тяжелом состоянии. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. В Чурапчинском районе 15-летний юноша, управляя мотоциклом, попал в ДТП. 17 июня текущего года около 4 часов утра возле села Телей Чурапчинского района несовершеннолетний 2010 года рождения, управляя мотоциклом Регулмото без регистрационного знака и не имея специального права на управление мотоциклом, двигаясь по дороге со стороны ФАТ-Колыма в сторону села Телей-Дерин на 3-м километре, не справившись с рулевым управлением, совершил съезд с дороги в левую сторону проезжей части. В результате ДТП юный водитель был доставлен в Центральную районную больницу по Чурапчинскому району. На момент ДТП был в мотошлеме. Диагноз устанавливается. Садясь за руль и выезжая на дорогу, мы оказываемся под пристальным взглядом камер фото-видеофиксации нарушений. Сложно, наверное, найти хотя бы одного водителя, который никогда не получал письмо счастья от ГАИ. Сегодня мы разберемся, как работают камеры автоматической фиксации нарушений ПДД и почему они иногда ошибаются. По данным госавтоинспекции, на дорогах страны сегодня работают более 10 тысяч таких камер. Большинство из них способны отследить не только нарушение скоростного режима, но и способны распознать и другие виды нарушений. В дополнение уже существующим функциям, таким как фиксация превышения скорости, проезд на красный свет, выезд за стоп-линии, нарушение правил парковки, нарушение требований дорожных знаков дорожной разметки, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающим движение грузовых транспортных средств, не пристегнутый ремень безопасности. Камеры теперь и могут выявлять нарушения по использованию мобильных телефонов водителями во время движения, отсутствие включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней в светлое время суток и отсутствие включенных фар дальнего или ближнего света в темное время суток. Изображение с камер проходит 2 этапа проверки. Вначале в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений, а затем в ГАИ. К примеру, водитель едет в футболке с черным принтом в виде пристегнутого ремня безопасности, чтобы обмануть камеры. Однако система делает до 25 высококачественных снимков до 5 мегапикселей, которые потом обрабатываются сотрудниками ЦАФАП. Второй этап проверки – это оценка нарушения со стороны сотрудников ГАИ. В их распоряжении окажутся снимки высокого качества, где видна каждая деталь. Неужели они не распознают, что на водителе не ремень, а футболка с принтом? Так что от штрафов это не спасет. На практике случаются и ошибки в работе оборудования и сотрудников. Плохая видимость на дороге вследствие дождя или снега приводит к тому, что камера не может правильно распознать регистрационный номер автомобиля. Иногда и некоторые автовладельцы заклеивают скотчем отдельные цифры, затирают их белым маркером. Все это должен корректировать специалист Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, а затем и сотрудник госавтоинспекции.
Научный центр безопасности дорожного движения, входящий в структуру МВД, выложил на своем сайте издание, посвященное выявлению признаков опьянения у водителей транспортных средств. Там в доступной форме перечислены все возможные виды опьянения, их природа и характерные признаки. Это не карманный справочник инспектора ДПС, а скорее учебное пособие для вузов, в которых обучаются и повышают квалификацию сотрудники госавтоинспекции. По каким же признакам выявляют пьяных водителей? Об этом мы поговорим с Ириной Ефремовой, инспектором отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Республике Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. Начать стоит с того, что пьяный водитель – это объективно одна из самых серьезных опасностей на дороге. Сколько в прошлом году водителей с признаками опьянения стали участниками ДТП? Да, действительно, вождение в нетрезвом состоянии – это одна из самых грубых и опасных правонарушений. По статистике 2024 года зарегистрировано 2500 случаев. Существует ли так называемая сезонность пьяного вождения? На какое время года она приходится? Да, летом мы всегда ожидаем рост таких пьяных водителей, к сожалению, но и в период народных праздников, зимой, в Новый год, весной, 23 февраля, 8 марта всегда тоже мы наблюдаем рост числа таких водителей. И тут хочется обратиться в преддверии нашего праздника национального СЭХа, что аккуратнее быть с напитком любимым в БИПах, потому что после него алкотестеры могут показать достаточное количество алкоголя. Вообще говорят, что пьют у нас больше в деревнях. Значит ли это, что и пьяных водителей там больше? Если судить по статистике, как раз-таки наоборот, большое количество водителей, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как раз-таки приходится на города. Это Якутск в первую очередь, Мирный, Нерюнгри и деревня, которые ближе находятся к городам. На каких дорогах чаще всего случаются происшествия с пьяными? В городе, в селе, на региональных или федеральных? Именно большие такие резонансные дорожно-транспортные происшествия у нас происходят на федеральных дорогах, на региональных, в черте города, как я уже говорила, и в селах тоже, конечно, имеет место быть. Наверняка сотрудниками ГАИ уже составлен такой некий профайл пьяного водителя. Сколько ему лет, мужчина это или женщина, с каким он образованием и какая у него машина? На самом деле как раз-таки нет такого прямо конкретного профайла. Человеком, который управляет в состоянии алкогольного опьянения, может быть любой. Это может быть и женщина, и мужчина. Это может быть человек и с высшим образованием, и достаточно таким высоким социальным статусом, или же наоборот. Их всех вместе, наверное, объединяет, скорее всего, низкий уровень осознанности и безответственность. То есть непонимание, что они делают, попустительствуя. Какие основания нужны для сотрудника ДПС, чтобы он проверил водителя на состояние алкогольного опьянения? Начнем с того, что инспектор ДПС всегда останавливает только по законным основаниям, к которым мы относим нарушение правил дорожного движения. Либо это может быть какая-то ориентировка, причастность к правонарушению или преступлению. Это может быть остановка для оказания помощи первой, если нужна помощь. А также это может быть, если происходят какие-то рейды, усиления. И бывают у нас рейды по выявлению нетрезвых как раз-таки водителей. И в данном случае инспектор замечает такие, в первую очередь, признаки, как запах изо рта, алкоголя, нарушение речи, неадекватное поведение, которое не соответствует обстоятельствам и так далее. Что будет, если человек откажется от прохождения теста? Водитель имеет право отказаться от прохождения алкотестера сотрудникам ГИБДД, но тогда он обязан пройти медицинское освидетельствование в медицинском учреждении. Это обязательно. За отказ уже в медицинском учреждении за это уже
предусмотрена санкция, статья 12.26 Кодекса об административных правонарушениях, где санкция является лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф от 30 тысяч рублей. Ну и давайте напомним, какой штраф грозит пьяному водителю. За вождение в алкогольном опьянении грозит 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Также с 2015 года ужесточение закона идет и предусматривается рецидив. То есть если водитель попадается повторно, да, садится за руль пьяным повторно, и его также оформляют, то за это предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тут уже у судьи очень такой богатый выбор мер наказания. Тут штраф начинается от 200 тысяч рублей, также и выше. И тут могут быть еще применены принудительные работы, обязательные работы и лишение правом управления транспортным средством, а также вплоть до лишения свободы. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был инспектор отделения пропаганды и безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Республике Саха-Якутия Ирина Ефремова. А мы продолжаем. Автомобиль требует вложений. Речь не только об обслуживании и замене комплектующих, но и транспортном налоге. Его придется платить ежегодно, пока машина находится в списке имущества. Машину можно продать, но в этом случае нужно снимать ее с учета. Иначе штрафы нового собственника за нарушение ПДД будут приходить вам. И придется доказывать, что вы не имеете отношения к случившемуся. Штрафы и налоги за автомобиль могут встать в копеечку, поэтому его нужно снять с учета после продажи. Покупатель может промедлить и не поставить транспортное средство на учет в течение 10 дней с момента оформления договора купли-продажи. И чтобы исключить риски со штрафами, транспортным налогом и ДТП, прежний собственник может снять машину с учета сам. Для постановки на государственный учет заявитель предоставляет следующие документы. Заявление установленного образца, документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося владельцем транспортного средства, в случае обращения представителя владельца транспортного средства, также документ, удостоверяющий личность представителя и документы, подтверждающие его полномочия. Документы, идентифицирующие транспортное средство, это ПТС, свидетельство о регистрации. Документ, устанавливающий право собственности, это договор дарения, договор купли-продажи. Документ об уплате государственной пошлины и диагностическую карту, которая содержит заключение о соответствии требованиям безопасности транспортного средства. Снять с учета автомобиль следует еще после его угона. Угонщики обычно сразу разбирают машину на запчасти или перепродают, или могут использовать для новых преступлений. Поэтому, чтобы собственник не попал в неприятности, стоит снять угнанную машину с учета. Снятие с учета также необходимо после утилизации. В этом случае собственник должен получить свидетельство об утилизации и только потом снять автомобиль с учета. То же самое следует сделать, если машина попала в серьезное ДТП, сгорела, затонула или пострадала из-за стихийного бедствия. И мы напоминаем, что с 1 марта при совершении регистрационных действий теперь можно не предоставлять полис ОСАГО. А саму заявку на постановку транспортного средства на учет можно подать средством единого портала государственных и муниципальных услуг. В Министерстве транспорта проанализировали нарушения правил парковки и назвали 5 самых распространенных ошибок водителей, которые заканчиваются штрафом, эвакуацией, а иногда и авариями. Среди основных причин нарушений как банальная невнимательность, так и незнание дорожных правил и нюансов. Далее продолжит наша постоянная рубрика «Полезное за минуту». Основные ошибки наших водителей при парковке – это то, что мы не смотрим на знаки, рассуждаем таким образом, что если здесь кто-то припарковался, значит нам тоже можно. Но стоит смотреть на знаки и помнить, что если есть таблички, которые говорят о необходимости постановки транспортного средства, указанным на табличке способом, то парковаться можно только так, как указано на табличке. Если такой таблички нет, то парковать автомобиль можно только параллельно краю проезжей части. Еще одна по распространенности причина нарушений вышел на минуточку.
Однако и за это время следует не только штраф, но и, возможно, придется потом искать машину на штрафстоянке. Другая причина нарушений – руководство разметкой, а не знаками. Конечно, обычно знаки и разметка требуют одного и того же, однако бывают и исключения. Например, если на улице запланированы работы по перекладке асфальта и коммуникаций, то могут поставить знак, запрещающий парковку. При этом парковочная разметка никуда не денется. Стоит помнить о том, что если парковочное место обозначено сплошной линией разметки, то наезжать на сплошную линию разметки запрещено правилами, и парковаться мы должны по парковочным местам. За парковку на тротуаре или пешеходном переходе штрафуют по части 3 статьи 12-19 Кодекса административных правонарушений. Максимальный размер санкции по этой норме – 1000 рублей. Но наказывают и за парковку на тротуаре во дворе, а не только на улицах и проспектах. А вот за парковку на зеленых насаждениях и газоне оштрафуют уже на 5000. Очень часто наши водители паркуются в местах, отведенных для стоянки транспортных средств инвалидов, которые обозначены соответствующей разметкой, соответствующими знаками. Стоит помнить, что за такую парковку штраф составляет 5000 рублей. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит сегодня на них Ольга Пухова, редактор дирекции эфирного вещания, тележурналист, телеведущая. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Ольга, какой у вас стаж вождения? Стаж вождения у меня большой, можно сказать, где-то 20 лет. 20 лет. Да. Ну, желаем удачи. Будут 10 вопросов, и нужно будет дать 10 ответов. Хорошо. Итак, первый вопрос. Этот знак указывает, варианты ответов: расстояние до конца туннеля, расстояние до места аварийной остановки, направление движения к аварийному выходу и расстояние до него. Так, я думаю, что здесь ответ 3, направление движения к аварийному выходу и расстояние до него. Принято. Следующий вопрос. До какого места действует требование данного знака? Варианты ответов: до ближайшего по ходу движения перекрестка, до места установки знака «Конец зоны с ограничением максимальной скорости» и третий вариант – до конца населенного пункта. Тут знак как бы с красным кружочком, и поэтому думаю, что это 2, конец зоны с ограничением максимальной скорости. Принято. Следующий вопрос. Двигаясь в населенном пункте, вы можете продолжить движение. Вариант ответов: только в направлении Б, в направлении А или Б, в любом направлении из указанных. Ну, тут я стою как бы на левой стороне, да, и поэтому на А я уже не могу. Поэтому получается, что Б только, а налево я тоже не могу, на В. Остается только первый вариант Б. Только прямо. Принято. Следующий вопрос. Обязаны ли вы при повороте направо уступить дорогу автомобилю, выполняющему разворот? Вариант ответов: обязаны. Второй вариант: не обязаны. Все-таки я обязана, потому что там дорога с 2 как бы полосами, да? И она как бы главнее, поэтому я обязана. Обязаны. Вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. Эта разметка, нанесенная на полосе движения, вариант ответов: предоставляет вам преимущество при перестроении на правую полосу. Второй вариант: информирует вас о том, что дорога поворачивает направо. И третий вариант: предупреждает вас о приближении к сужению проезжей части. Ага. Ну, тут я методом исключения, да, я первые 2 исключила, что это они не поворачивают направо, да, и поэтому остается третий вариант, сужается проезжая часть. Принято. Следующий вопрос. Этот дорожный знак, варианты ответов: рекомендует двигаться со скоростью 40 км в час, требует двигаться со скоростью не менее 40 км в час, или же третий вариант: запрещает движение со скоростью более 40 км в час. Здесь как бы опять красный круг, поэтому думаю, что это как бы запрещает. И запрещает движение со скоростью более 40 км в час. Принято. Следующий вопрос. В каком случае вы имеете право проехать перекресток первым? Вариант ответов: только при движении прямо, при движении прямо и налево,
И третий вариант – при движении прямо, налево и в обратном направлении. Так, перекресток первым. Ну, если я прямо еду, то я должна как бы первый, только при движении прямо. Вариант номер 1 принято. Следующий вопрос. Обязан ли в этой ситуации водитель, остановившийся из-за неисправности, выставить знак аварийной остановки? Вариант ответов – обязан. Второй вариант – обязан, если неисправна аварийная сигнализация. И третий вариант – не обязан. Ну, я думаю, что если человек, водитель остановился из-за неисправности, то он всегда обязан выставить знак. Поэтому первый вариант – обязан. Принято. Следующий вопрос. При таких сигналах светофора и жесте регулировщика вы должны, вариант ответов, остановиться у стоп-линии. Второй вариант – продолжить движение только прямо. И третий вариант – продолжить движение прямо или направо. Так, вот когда я вижу регулировщика, то я всегда теряюсь, да? Почему-то как-то у меня ступор получается, забываю. Но здесь я думаю, что это вот как бы, запомнить вот этот знак просто, поэтому я должна остановиться у стоп-линии. Как бы рука наверх, стоп. Вариант номер 1 принято. Следующий вопрос. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Вариант ответов – только автобусу. Второй вариант – только легковому автомобилю. И третий вариант – никому. Так, у меня как бы главная дорога, да? Но я должна поворачиваться, повернуть налево. Поэтому я должна тогда только автобусу. Первый вариант? Да, Первый. только автобусу. Принято. Итак, Ольга ответила на все 10 вопросов, а результаты проверит преподаватель правил дорожного движения, эксперт Анастасия Бушуева. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, проверим из области знаний по правилам дорожного движения Ольгу. Итак, первый вопрос. Этот знак указывает. Знак у нас применен в тоннеле. Знак 621.1, и он указывает направление движения аварийному выходу и расстояние до него. Ответ был совершенно правильным. Итак, второй вопрос. До какого места действует требование данного знака? У нас знак 5.31, зона ограничения максимальной скорости, и он действует до знака 5.32, конец зоны ограничения максимальной скорости. Ответ был правильным. Двигаясь в населенном пункте, вы можете продолжить движение. У нас установлен знак, предписывающий 4.1.4, и он распространяется на первом пересечении проезжей частей. И мы здесь должны двигаться только прямо и направо. Мы направо повернуть не можем, потому что мы заняли левую полосу. Поедем прямо, сам знак указывает, а вот налево нам запрещено. Поэтому мы здесь будем двигаться только в направлении Б. Ответ был правильным. Обязаны ли вы при повороте направо уступить дорогу автомобилю, выполняющему разворот? При основном красном сигнале дополнительная секция не дает преимущества. Мы должны уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся с других направлений. Поэтому мы здесь обязаны уступить дорогу легковому автомобилю. Следующий вопрос – это разметка, нанесенная на полосе движения. У нас нанесена разметка 1.19 сужение, и он предупреждает о приближении к сужению проезжей части. Ответ был правильным. Далее, это дорожный знак. У нас установлен знак, запрещающий 3.24, ограничение максимальной скорости, и он запрещает движение со скоростью более 40 км в час. Если мы здесь повысим скоростной режим более 20 км в час, то нам следует наказание штраф. Далее, в каком случае вы имеете право проехать перекресток первым? Но здесь у нас допущена ошибка. Перекресток равнозначный, работает правило правой руки. Если мы поедем прямо, мы помеха справа, мы первым поедем. Мы повернем налево, мы ему помеха справа, тоже мы первым поедем. А если мы развернемся, легковой белый у нас будет помеха справа. Поэтому мы проедем первыми здесь при движении прямо и налево.
Обязан ли в этой ситуации водителя, остановившийся из-за неисправности, выставить знак аварийной остановки? Если у нас произойдет вынужденная остановка, мы обязательно должны включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. От остановившейся транспортным средством в населенном пункте до знака аварийной остановки должно составлять не менее 15 метров. Поэтому здесь мы, конечно же, обязаны, и вы здесь очень хорошо объяснили. При таких сигналах светофора и жесте регулировщика вы должны. Здесь мы, конечно, должны руководствоваться сигналами регулировщика. Поднятая вверх рука, он запрещает движение всех транспортных средств и пешеходов. Поэтому здесь мы должны остановиться у стоп-линии. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Перекресток неравнозначный, главная дорога у нас и у автобуса. При повороте налево автобус будет помеха справа, мы ему уступаем, а белый у нас легковой автомобиль находится на второстепенной дороге. Поэтому здесь уступим только автобусу. Итак, допущена была только одна ошибка. Уважаемые телезрители, правила дорожного движения устанавливает единый порядок на всей территории Российской Федерации. Будьте внимательны и осторожны. Уважайте других участников дорожного движения. Всего вам доброго. До свидания. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч!